На этой неделе у нас в университете будет происходить знаменательное событие. У нас пройдет традиционная конференция, школа-конференция, которая посвящена цианобактериям. Мы обсудим самые современные проблемы, касающиеся изучения цианобактерий. Это изучение их современной таксономии, географии, биологии, распространения, а также перспективы их использования в биотехнологии. И вот на этой неделе мы будем принимать гостей со всей нашей России, которые к нам приедут из ведущих российских научно-образовательных центров, а также в нашей конференции будут участвовать и зарубежные коллеги. Конференция пройдет в смешанном формате, будут как очные доклады, так и заочные. Слушателями будут являться не только ученые, но и молодые аспиранты, магистранты, студенты БГПУ и, кроме того, молодежь из многих научно-исследовательских организаций России. Вообще Уфа традиционно является центром развития исследований. Основоположником является в университете Кабиров Рустем Рашатович. Он очень известный среди альгологов специалист. У него тут огромная школа, и не случайно, что здесь проходит эта конференция. Сейчас возглавляет это направление Гайсина Лира Альбертовна. Она известный специалист не только в России, но и за рубежом. Пользуется большим авторитетом среди ученых и России, альгологов почвенных, и зарубежных коллег она сотрудничает. Поэтому это не случайно, что конференция здесь проходит. Мы очень рады, что есть возможность побывать здесь, посмотреть ваш замечательный университет, лаборатории ваши. Я выступаю с пленарным докладом на этой конференции. Буду рассказывать об объекте своих исследований. Это цианобактерии, которые обитают в экстремальных условиях горных тундр Северного, Полярного и Приполярного Урала, и об их функциональных особенностях. Они являются фиксаторами молекулярного азота и углекислого газа и являются поставщиками органического вещества в экосистемы, первичными. Сообщество специалистов, которые занимаются цианобактериями, цианопрокариотами, собирается и обсуждает вопросы, которые волнуют ученых в данный момент. В основном они посвящены систематике цианобактерий, распространению, соответственно, разнообразию флор различных регионов. Мой доклад посвящен филогении, таксономии одного рода цианобактерий, род Formidesmis, довольно сложный в определении. Я буду рассказывать об особенностях идентификации видов этого рода на основе молекулярно-генетических данных. Тема нашей конференции очень важная и актуальна и для фундаментальной науки, и для практики, потому что цианобактерии – это такая группа организмов, которая переходная между бактериями и водорослями. Они играют очень важную роль в экосистемах, очень важны для человека, важны и в положительном значении, и в смысле, и в отрицательном, потому что они продуцируют органическое вещество, это хорошо, а плохо, что при массовом развитии цианобактерий очень часто происходит загрязнение водоемов токсинами, которые они вырабатывают. И это загрязнение токсинами является очень большой проблемой для многих-многих стран. Ваша коллекция является таким важным элементом научной инфраструктуры, как минимум России, а я думаю, что у нее есть возможность стать важной и для мировой науки. И здесь у вас собраны очень интересные образцы, которые были изолированы из почв и водоемов не только вашего региона, не только Урала, Башкирии, но и по всей стране. Мы с вашими коллегами активно сотрудничаем в изучении разнообразия водорослей цианобактерий Камчатки, например, Дальнего Востока и других стран. Здесь у вас есть некоторые типовые, это значит, что ученые собрали образец и по нему описали новый вид, и он должен вечно храниться в коллекции, это здесь происходит. И есть также виды, которые в перспективе можно будет использовать для нужд сельского хозяйства, животноводства. Это тоже очень важно. Для ученых очень важно не только через компьютер общаться, но и личное общение, потому что какие-то нюансы можно только в личной беседе с коллегами выяснить, какие-то рождаются новые идеи. Конференция была очень хорошо организована, приехали, я бы сказал, все основные игроки на этом поле. Были интересные доклады, и мне кажется, что коллеги
окрылились, находясь здесь. Вот принято решение о том, что уже в следующем году будет следующая очередная конференция, посвященная цианобактериям. И я очень надеюсь, что вот наш плодотворный обмен мнениями и результатами будет продолжен.